Данный зал славы был открыт в прошлом году после реконструкции. Первого замруководителя администрации главы ребята слушают внимательно. Сегодня Мадина Гойгова в роли экскурсовода. Зал славы представляет собой панораму событиями из истории, мифологии и литературы ингушского народа. А на мраморных плитах выведены имена выдающихся ингушей, генералов, героев нескольких войн, ученых, общественных, религиозных и культурных деятелей. В числе первых 5 человек, которые в стране получили данное звание, была и уроженка Ингушетии Богатырева Марем Камбулатовна, герой труда Российской Федерации. Мухаммед Али Асканов сегодня примеряет на себе роль главы республики. Школьник замечает, не каждый справится с ответственностью, которая лежит на плечах руководителя региона. Ему, конечно, представить все это трудно, но попробовать хотя бы с трибуны поприветствовать сегодняшних гостей все же хочется. Я рад вас приветствовать в зале славы. Вы можете увидеть на наших стенах историю нашего народа. Ведь мы не такой простой народ, у нас великая история, и мы должны гордиться собой и своей историей, своими предками. А далее гости направляются в зимний сад. Ребята остались в полном восторге от увиденного. Ну а самый красивый вид открывается гостям с балкона, где напротив здания администрации возвышается 100-метровая каменная красавица башня Согласия. Так вот развивается, растет республика. Ежедневно, каждый день, благодаря тому, что строятся объекты. А в завершении экскурсии ребята делятся своими впечатлениями от увиденного. Тут живая атмосфера, хочется здесь остаться еще, побыть здесь еще немного. Особенно, когда есть выход на крышу, где есть вид на башню Согласия. Что может быть круче этого? Я узнал новые имена героев России, нашей страны из числа наших соотечественников. Узнал, как строился этот зал, кто принимал участие в его построении и росписи. У нас есть многочисленные примеры героев, людей, на которых мы можем опираться в своем будущем. Экскурсия для школьников проходит в рамках молодежного форума «Согласие». Для ребят это возможность поближе познакомиться с представителями власти и из их уст услышать историю своего народа и получить полезный совет на будущее. Это будет одним из таких важных импульсов для духовно-нравственного воспитания, для гражданско-патриотического воспитания, потому что это вклад в то, чтобы наши дети помнили о том, что у нас есть 56 героев Советского Союза, которые участники Великой Отечественной войны, которые защищали достойно страну, несмотря на нелегкое время. Это и знание о том, что в текущем году мы празднуем 25 лет подвига Сулумбека Асканова. То есть эти основные вещи, которые делают нашу историю необыкновенной, красивой и особо важной для каждого ингуша. У них появляется чувство патриотизма, у них появляется чувство гордости. Да? Вот здесь они на стене увидели имена наших героев, да? Начиная с времен Российской империи, Советского Союза и российских героев, выдающихся личностей. То, что у нас тут расписан купол, да? Вот там тоже опять же история, героическая история нашего народа. Это тоже важно. Дети, видя вот эту красоту, эту, я бы сказал, мощь, они уже, естественно, уже по-другому вдохновляются на будущее, потому что мы от этих детей ждем, что в будущем они будут более эффективными, более продуктивно работать на благо общества. Идея проводить экскурсию по администрации главы региона возникла пару лет назад. И без всякого сомнения юноармейцам есть чему поучиться и чем гордиться. Юнармия создана для тех ребят, кто любит Россию, готов активно помогать ей стать лучше. Кому не безразлично, какой будет наша страна лет через 10. И эта экскурсия дает возможность понять подрастающему поколению, что ничего в жизни не получается, если не учиться хорошо и не брать пример с тех, кто добился своим трудом больших высот. Благо в нашей республике есть на кого равняться. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.